Вся молочная продукция в Зырянке привозная, и из-за этого она дорого стоит. Но в скором времени верхнеколымчане смогут баловать себя сметаной, кефиром и даже адыгейским сыром местного производства. Откуда появится это изобилие, расскажет Наталья Ломанова. Традиционное разрезание красной ленты, несколько коротких речей и, наконец-то, свершилось. Модульный молочный цех в Зырянке открыт. Предназначен цех для выпуска небольших объемов продукции. Может переработать не более 500 литров молока в сутки. Но для Зырянки с ее количеством населения большего и не нужно. Наша продукция будет в объеме где-то 50 литров сметаны, 60 литров кефира и где-то килограмм 30 творога. Все будет свежее, потому что оно из натурального продукта. Это производство – долгожданная реализация муниципального инвестпроекта по созданию условий для переработки молока в районе. Модуль был привезен в Зырянку в готовом виде с заранее установленным оборудованием. Последний месяц шло подключение цеха к инженерным сетям и пусконаладочные работы. Помимо самого непосредственно технологического оборудования, цех оборудован бытовыми помещениями для персонала, автономным горячим водоснабжением. Здесь все оборудование расположенное, оно российского производства, и все соответствует нормам Санпина и технического регламента по молоку. Молоко, сметана, творог, кефир и даже адыгейский сыр в скором времени поступят в магазин предприятия. Продукция натуральная, с малым сроком годности и, что важно, более дешевая, чем аналогичные привозные товары. У жителей Зырянки на подобные продукты спрос. Небольшая пробная партия исчезла с прилавка за пару часов. Наталья Ломанова, НВК «Саха», Зырянка.